В текущем году погода нас не больно радовала теплом, и сентябрь выдался прохладным. Начало отопительного сезона горожане ждали нетерпением. По обещаниям руководства, 1 октября начали подачу тепла. Однако многие его получили не сразу. В студию канадского телевидения поступило обращение о том, что даже к утру 3 октября по улице машиностроителей в дом номер 9 тепло не поступило. В этом доме живет многодетная семья. Мама Ирина Витальевна указывает на проблемы, возникшие в связи с долгим ожиданием тепла в квартире. Благо, к 11 часам, к началу съемки, тепло в батареях появилось. Полчаса назад нам только дали теплое, еще теплое только. И еще вот проблема с горячей водой. Из крана горячей воды нет горячей воды, то есть течет холодная. Можно, не знаю, пол-ванны набрать холодной воды, только потом идет чуть тепленькая, потом чуть теплая, но горячей нет. В то время, пока старшие дети в школе, мама с 1,5-годовалым ребенком обогревается подручными приборами. Конденсат образуется на окнах, и здесь постоянно мокро, постоянно. Образуется конденсат, здесь сыреет все. Как говорится, одна беда за собой тянет другую. Вот и в этом доме конденсат стекает по трубам стояка, да еще и повадились насекомые. Пошла для начала заявление, написала насчет муравьев рыжих, потому что уже 2 года, ну как, 2-е лето было. Рыжие муравьи, мелкие такие, черные, никак не предпринимают. 2 раза уже заявление, в этот раз заявление даже отксерила, что приняли все, я домой принесла ксерокопию. Сказали, будут подвал обрабатывать, но они так и не обрабатывались. Квартиру я как бы обрабатываю, да, частников даже вызываю обрабатывать, но они месяц, наверное, не вылезают, потом опять начинают подниматься. Ну, подвал, по вашему заявлению, сейчас не обработали, как я понял. Нет. Заявление какого месяца 2 было? заявления было. На обращение Ирины Витальевны откликнулся специалист жилищного контроля. Сергей Смирнов выслушал все претензии и забрал с собой заявление о некачественном обеспечении горячей водой. Многим может показаться, что пару дней отсутствия обещанного тепла вроде бы небольшой срок, но для семьи с детьми и с диагнозом ДЦП это мучительный долгий срок. Сейчас от нее я принял заявление, сам несу до главы администрации города, зарегистрируем и на основании распоряжения уже главы администрации выйдем на проверку. Для проверки мы пригласим управляющую компанию, представитель обязательно, представитель теплосетей, которые поставляют горячую воду. Но остальные по теплу, которое сегодня поступило по обеспечению тепла многоквартирных домов, было чуть-чуть проблема завоздушивания многих домов. И эти проблемы решаются. Вчера, когда включили, 1 раз тепло дали по городу, заявок по управляющим компаниям у нас 4-5 управляющих компаний. У некоторых, ну, чистый город, например, имею в виду, вот на БАМе ихние дома, у них домов много, есть многие заявки, но исправимые, устранимые на месте. Вот на сегодняшнее утро у нас, которые не подали тепло, по проспекту 2 дома только было. Ну, там небольшая верхняя разводка, надо было чуть-чуть отремонтировать. Это после обеда обещали сделать. Вот после обеда поэтому тоже проверим. А так, вроде по городу Канаш у нас проблем таких больших нету. Во все многоквартирные дома, дошкольные, учебные заведения эти, во все пусть тепла произведем. Все 29 котельных работают в городе. Если обращение вдруг у жильцов, у населения возникло, они по какому телефону могут вас вызвать или обратиться в администрацию? Ну, для начала, если у них по содержанию жилья проблемы, диспетчерскую своей управляющей компании 34072, у них диспетчерскую. Если там не берут, можно к нам напрямую набрать 2 1364 в администрации города Канаш. Это муниципальный жилищный контроль. И мы реагируем. На сегодняшний день, 3 октября, жалобы в студию телевидения поступают с Восточного микрорайона и от жителей по улице Богдана Хмельницкого. А вот со специалистами теплоснабжающей организации пообщаться не удалось. Они, видимо, целый день на выездах по адресам. А молодая мама надеется, что долгожданное тепло в их квартире подадут в полном объеме.